Настоящий дар убеждения, психологическое давление, способы разжалобить и как результат еще один пострадавший. Дистанционное мошенничество сегодня в топе самых распространенных видов киберпреступности. В интернете много видеороликов разоблачения киберворов. Для продления вашего мобильного номера необходимо указать код сим-карты. Он расположен на обратной стороне упаковки, в которой находилась ваша сим-карта при покупке номера. Есть сейчас возможность просмотреть его? Слушайте, ну где я сейчас эту коробку найду? Вы чего? Это нереально сделать. Ну, смотрите, код используется для разблокировки сим-карты в случае утери, а также для продления номера. Без этого кода разблокировать или продлить сим-карту, к сожалению, не получится. Поскольку просмотреть этот код вы не можете, я могу направить запрос на смену по коду от вашей сим-карты. Преступления подобного рода совершаются практически каждый день. Жители нашего региона теряют немалые суммы, доверившись незнакомцам в сети, которые оказываются мошенниками. Злоумышленники чаще всего звонят на телефон или пишут СМС своим жертвам и начинают разводить на деньги. Способы самые разные. В частности, они звонят бывшим жертвам, представляются сотрудниками правоохранительных органов и предлагают оказать содействие в возвращении похищенных у них ранее денежных средств. Доверчивые жертвы передают им свои персональные данные и якобы под предлогом участия в специальных мероприятиях по возвращению ранее похищенных у них средств, по созданию доказательной базы, изобличающей преступников, по указанию этих, в кавычках, сотрудников правоохранительных органов, переводят денежные средства снова мошенникам. В основном жертвами злоумышленников становились пожилые люди, которые не особо разбираются в информационных технологиях. А сейчас эти преступления совершаются в отношении всех возрастных категорий. Иной раз под влиянием мошенников оказывается даже продвинутая молодежь. Есть схемы, связанные с интересом детей к приобретению предметов игрового мира. Детей уговаривают, убеждают переводить денежные средства, в том числе и с карт своих родителей. Также обманывают граждан, которые стремятся приобрести необходимые им товары и предметы повседневного спроса, автомобильные запчасти и прочее, что пользуется спросом на площадках объявлений, размещая фиктивные объявления о продаже таких товаров и, естественно, требуют предоплату. Как только деньги поступают на счет мошенников, они прерывают связь с покупателем. Денежные средства не возвращают, товар не присылают. В региональном МВД предпринимают все необходимые меры для борьбы с киберзлоумышленниками. С начала года раскрыто более 30 преступлений на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Преступления эти раскрываются, но тем не менее, уважаемые граждане, берегите свои деньги, не доверяйте незнакомцам, не сообщайте свои персональные данные, не выполняйте их указания, не перечисляйте им деньги. Жертвой злоумышленников может стать каждый, даже финансово грамотный человек. Никто не застрахован, поэтому важно быть бдительными. Есть ряд запрещенных фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить, общаясь с виртуальными преступниками. Нельзя говорить «да» и «нет». Контролируйте свою речь. Это самые распространенные фразы, которые будут потом использоваться в ботах, вредителях. Лучше говорите «угу», «конечно», «сомневаюсь» или что-то невнятное бормочите, чтобы это невозможно было использовать. Подтверждаю, ни в коем случае этого не говорите. Ни при каких обстоятельствах и ни в каких конструкциях. Это может быть использовано злоумышленниками для того, чтобы снять деньги с ваших расчетных счетов. В большинстве случаев интернет-мошенничество остается безнаказанным, так как пострадавшие просто не реагируют на преступления. Сотрудники правоохранительных органов призывают тех, кто попался на удочку, не молчать и обращаться в МВД. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз 24.